хотели бы вручить именной кубок президента Федерации КАЕ России Олега Чуфимцева за вклад в развитие комплексного единоборства на территории Республики Ингушетия руководителю, старшему тренеру бойцовского клуба «Эскор» Хадзиеву Назиру. Ибрагим Иванович. Этот кубок президента Федерации комплексного единоборства России отражает весь спортивный путь Назира Хадзиева. Главный тренер спортивного клуба «Эскор» обучает молодежь Ингушетии единоборствам больше 5 лет. Успешный на тренерском поприще, Назир не менее успешен и на ринге. Самое последнее достижение – золотая медаль 27-го чемпионата Федерации боевого самбо, который проходил на минувшей неделе в Раменском. Конкуренция была огромна, ведь боевое самбо – один из самых востребованных видов спорта в России. Чтобы стать лучшим среди всех участников, нужно было подготовиться основательно. Выступлением своим я доволен. Готовился у себя в зале. Мне никуда ездить не пришлось. У меня здесь есть очень хорошие ребята, бойцы мои, которые способны загнать любого до такой степени, что после 5 минут уже начнут просить пощады. Поэтому готовился у себя. Все необходимые условия у нас в зале есть. Руководство ФОКа в лице Леза Чесыгова, Дауда Хашигульгова. Они, в принципе, сделали все возможное, чтобы подготовка прошла на хорошем уровне и чтобы я ни в чем не нуждался. Весовая категория 90 килограммов считается наиболее конкурентной. Путь самбиста к золоту лежал через схватки с не менее опытными и закаленными в боях соперниками. Каждый этап турнира выдался жестким, и по традиции сложнейшее испытание оказалось в финале. В финале был очень крепкий парень. Наверное, самый сложный был этот бой. Они все бои там сложные, в принципе, там не бывает легких боев, но вот этот бой, он запомнился, наверное, еще и тем, что я устал очень сильно перед финалом. И финальный бой был очень трудный. Назир на своем примере показывает подопечным, как нужно добиваться результата в спорте. Ребята не упустили возможность поболеть за коуча. Трансляция велась в сети интернет. Наш тренер лучший боец по боевому самбо, поэтому мы знаем, что он выиграет. Очень переживали за тренера. Он выступил отлично, он нас не разочаровал, он взял первое место. Для меня наш тренер – это пример. Я хочу стать таким же, как и он, и занимать первые места. Впереди у воспитанников клуба крупный турнир по боевому самбо. Подготовка идет полным ходом, а пример тренера придает дополнительный стимул. Комплексное единоборство и боевое самбо во все времена были локомотивом всех боевых искусств. Ежегодные победы наших спортсменов лишний раз доказывают, насколько популярно это направление. Это дисциплина, та, которая является наиболее приближенной, скажем так, к тому общеизвестному ММА, который сейчас в умах и в сердцах многих ребятишек и юношей сидит. Поэтому это один момент. Второй момент то, что в турнирном смысле, в смысле представительства, как в республике, так и за пределами, боевой самбо как дисциплина является несомненным лидером. Это однозначно. Мы эту активность приветствуем, планируем ее дальше развивать по нарастающей. Единственные объективные причины общеизвестные – это пандемия, это COVID-19. Карантинный режим мешает нам работать. Ну, даст Бог, я надеюсь, что все скоро закончится, и мы приступим к серьезной работе. Стены ФОКа в Яндаре украшают плакаты победителей, воспитанников этого зала. Без сомнения, эта коллекция, как и медали, пополнится. Идрис Ижиев, Асхаб Белакиев, Новости 24.